Я в Казахстане живу, понимаете, я вот в верхней части живу. Я, видите, вот честно, вот я на общественных транспортах не езжу, да, и мне как бы в основном вот вижу, что в общественных транспортах периодически сидит какая-нибудь там либо бабка, либо какой-нибудь старый там пердун, блин, который там, это и там что-то там ему. Я просто не езжу в общественных, я вот в принципе, я занимаюсь строительством. Вот у меня свой инстаграм-канал. Я все вещаю на русском языке. Мне ни разу никто там не написал, что там ты казахша сойле, там типа почеты, там там вали там свой чемодан, вокзал Россия, никто. Да и пусть только кто-нибудь скажет, я его сразу скажу, ну-ка, сюда подтянись-ка, сейчас я с тобой подтяну сейчас еще 10 своих кентов, и мы с тобой обсудим, кто там что, казахша сойле. Поджигают, пытаются возле России, пытаются все поджечь, Украину подожгли, сейчас здесь поджигают, там Европу наускивают, что вот там Россия сейчас на Украине не остановится, там дальше пойдет, если Казахстан нападет на Россию, нахрен мы нужны, Казахстан, России не земля нужна, и люди нужны, и пытаются их адаптировать, ассимилировать, но бывшие советские граждане, все, говорит, в одночасье стали такими щирыми украинцами, что забыли, что такое быть людьми. Ага. Так Гавкать, наверное, сразу хрюкать начинает. Лесом, да? Великие там, те море выкопали, эти там Москву освободили. Ну, потому что я вот в Алмате живу. Сам просто работал на госслужбе 7 лет. Раньше только мама знала, какой я идиот, а с появлением интернета все начали знать, какой я дебил. Вот это прям понравилось мне, да.